Юлдашсем. Ырыгон паян пирен шымырле торығынжи, шырау жетсем, поетсем, шинчен қаласа қыдардашын. Ебі кіскен гына, везен хушамбай жия жетсене, камбулны, шавсене гына қалады. Кайран тебір шын шинчен, қаласа қыдардашын тепленрек. Оның вренеге не шинченде. Самый авалдарахенде, пенде сагрунда хрымшулда шуралны был. Был пирин Иван Ахах, Ундрицов Иван Евграфович. Был чаваш поеде, публицист, граждан варжинче худшынны, сағал бұрынны. Пенде тұршы ширим бір шулда был Вильне. Одар бір шул бұрынны. Тепри Долгов Василий Архипович худар ядинче журалны, он жихне кырмыжу есе. Ол литературы критики, переводчики, кужаружи, публицист. СССР писатель Пайдажи, член Пайдажи. Херсакым шулда Ильнена. Вол врендеген полный, Чаваш Рафагин директор полный, наукосотрудники, редактор политика партии литературин, Чаваш патшалых издательствинже, водоржичем шулданба, херпермешулдан члене. Каран Варжаравал, главный редактор, дивизион Хажадин полная. Тепри Моисеев Иван Григорьевич. Ол Турган ядинче журналында пиндеті қыршыр бұнды атыршылда. Тван жыржынасты варжинче худшынны. Ленин ордене бе, она числаны. Ол еге бейінбір шылда шел. День уйрылны. Тепри Федор Георгий Иосифович. Ол падакасиянже журалны. Пинде тоже хирикимир шулда. Ол литературовед, критик, прозаик. Филология науки сен тухтаре, профессор. Ол да игибинде он биликимир шулда. Чирлезе бурынза вильже. Пиликмир Шараскин Иван Гаврилович, Шемерле ялже журалны, Шеремлене салдақ сукмаге жирны, варже ри шинжен, Милевал Шабычна, Камбулны, ол терсибе командир булны, партизан сен отряде, Чапаев, Яжилли, отряд булны. Кайран варжегичен проректор Харьковра, медицина по стоматологии институтниче члене. Тепри Таньков Антон Хрисанфович, поэт, писатель, Волда худар ялниче журалны, пинде дохжер сакырмыш жулда. Пинде дохжер ширмикимиш жулда, Долгов баберле, зем комсомолагене. Ширмикимиш жулда ялды пуштамыш кула бернех үшін, варнарде техникума вренмегене, унда 2 жыл вренне, укша жүк пирге врензебдеремен. Кайран ширмикимиш жулда вол исполкомның секретарь болны, шавы шулах вол хажатра, канаш хажатра, молодой крестьянин хажатра, печеттеме пучланы хыз везение. Выдырмыш жулда вол чувашский крестьянин, ятлы редакция чтения Мускавра, он жихнех вол кенеги сем шира бучланы. Выдырда атыш выдыр великий чулсенче, шар службин жеданы. Кайран Хирхикимир Шулданба, вол
фронтра. Ondan таврынать, он гыщен был хударда литератураба вырчилгине врендет. Он гыщен тебір тұғыр жол библиотекара библиотекар бұза ішлет. Ол пендетажы саған вишмі шулда вилче. Манын хали қалзақдарда скелет пір шинжин жен. Она ченешче Афанасьев Егор Афанасьевич. Ол терсиба пирен районда да шуралман. Ол элик районче шуралны. Ундан ол шамрыклах вренме гаятте, карануна шыбай зеждерет шымырле районне, каран шымырле хулыне. Вот ол ширзах варны хай впечатление автобиографии onun бургунда. Шавығы триех, управзаюлны, хали кыштах хай сымахи зембе жирны биографине улаза барашын, выросла жирны. Родился я в небольшой чувашской деревушке, в семье крестьянина-середняка в 22 году. Ко времени школьного возраста отец работал сельским уполномоченным, получал газету «Пиреньял», наша деревня, по которой под руководством отца я и учился грамоте. Первой книгой, прочитанной не то до школы, не то будучи школьником, была книга о Жилине и Костылине, которая под этим названием ходила в деревне из рук в руки. В хорошем переводе на чувашский язык, но уже без обложки. Она читалась с захватывающим интересом. В школе я сделал открытие, что книги пишутся обыкновенными людьми, что стихи и рассказы можно даже сочинять самому. Когда я был в 5 классе, в общешкольной стенной газете появилось мое первое стихотворение об осеннем листе, а в 6 уже под впечатлением, печатавшись тогда поэмы Эльгера под гнетом, мы с моим старшим другом, он учился в 7 классе, писали поэму, посвященную прошлому нашей деревне. В годы учебы в педагогическом училище, это в Ядрине, моим шефом был поэт Александр Егорович Алга, ныне народный поэт Чувашии, который следил за нашим творческим ростом и направлял его через литературный кружок. Вот фотография его, где он лежит на травке и читает книгу. Это сзади не подписано, но видно, что здесь он студент. Очень редкая фотография, так как в его архиве мы не нашли ни одной фотографии ранней поры. Работал учитель в начальных классах, постоянно испытывал затруднения из-за отсутствия стихотворений для детей на чувашском языке, для заученной наизусть. Тогда я сам стал писать их, задавать детям на дом. Дети рассказывали их на уроках, декламировали на вечерах со школьной сцены. Как-то на одном из уроков присутствовал представитель Министерства просвещения Чувашской ССР, научный сотрудник Института усовершенствования учителей. Во время перерыва он обращался ко мне с вопросом, чьи это стихи рассказывали дети. Узнав, что автором их являюсь я, он попросил показать ему все написанное мною для детей. В это время в республике проходил конкурс на лучшую книгу для детей, куда и порекомендовал представить их мой старый товарищ. На конкурсе мои стихи получили поощрительную премию, а затем были выпущены отдельной книгой под названием «Савозембе поэма 7. Стихи и сказки». Это и определило мой дальнейший творческий путь. Критика отозвалась о книжке исключительно тепло и благословила меня посвятить свое творчество детям. Позже стал выступать со своими стихами перед детьми в школах и на вечерах, убедился, что я на правильном пути, великое счастье доставлять детям радость своим трудом, увидеть на их лицах добрую улыбку, услышать их открытый звонкий смех. Во многом помогало, конечно, и то, я все же педагог, немного знал детскую психологию. Служба, где отдаешь всего себя, и литературное творчество, которое лишает отдыха, подорвали здоровье. Он добавок к написанному скажу, что он заболел туберкулезом. Может, где-то питание скудное, скорее всего, было. Где-то, наверное, простудился. Однако чувство долга, глубокое сознание того, что я обязан оставить детям, своему народу, обществу, все то, что во мне есть и что могу дать, вечно неудовлетворенность собой, что еще ничего не создал,
но должен создать, духовно поддерживали меня. И только литературному творению я во многом обязан, что живу и пишу до сих пор. Вслед за первой книжкой вышли сборники «Эшнери и елка». Вот у него первая книжка «Стихи и сказки на чувашском языке», «Чуваш госиздат» в Чебоксарах в 1949 году. Небольшая книжечка вышла. Вот. Потом, после этого, у него вышли книги, вот они здесь видны, написал второе «Кенти Саввию Рызем». Стихи и песни Кенти, 1956 год. Стихи этого цикла в переводе Дмитрия Голубкова были изданы на русском языке в издательстве детской литературы в Москве под названием «Наш маленький Кенти» в 1961, Шишенгарш, Скворушка в 1964, Пириньялади 7, дети нашей деревни 1965, Кенти Юзеть, Кенти растет 1966, Кенти космонавт 1967, Суган 1969, Кенти 1972. Я сам лично до сих пор помню, как мы вот эти книги в школе изучали. И нам говорили, что вот эти книги написал наш бывший учитель, который у нас работал во время войны. В то же время не забывал я о взрослой литературе. В 1960 году в журнале «Яла» была опубликована поэма Юлдаш Шабе «Судьба друга», одно из первых в чувашской литературе поэтических произведений от селенника из Чувашии. В журнале «Таванадал» поэма Ильич Улме «Яблоко Ильича». В сатирическом журнале «Капкан» появились юмористические рассказы «Хивель Паярги», «Луч солнца», «Чатмахра», «Раю», «Пыл Чабалы», «Пушмак». Вот здесь стоит знаменитыми писателями и поэтами на слете Раб Селькоров, Чувашии. Тут есть знаменитые поэты и писатели. Он со всеми имел дружбу. В последние годы работал в области детской драматургии. На странице пионерской газеты «Пионер России» появились мои пьесы. Перечислять не буду. Начал писать рассказы в стихах о невероятных приключениях двух мальчиков под названием Чак и Очак. Работая над пьесой комедии для взрослых, музыкальной комедии для молодежи. Как вы видите, он был разносторонне развит. Он пробовал все писать. И он пишет тут, более 10 лет руководил литобъединением. Это я выяснил. Он действительно был одним из руководителей и зачинщиков литобъединения СУРА. Он собрал всех пишущих и на чувашском, и на русском языках в городе Шумерле. Есть фотографии, где они собирались, обсуждали свои произведения. Я горд тем, что один из участников этого объединения, Вячеслав Шапошников, проживает в Костроме, принят членом Союза писателей. А я принят членом КПСС в 1949 году. Семейный, жена работница завода спецавтофургонов, дочь библиотекарь городской библиотеки. Сын старший после окончания Чувашского государственного университета проходит действительно службу советской армии. Младший ученик школы номер 2, город Шумерле. Вот, вся его автобиография. Здесь можно понять, что много здесь он упустил, так как вот эта биография, автобиография, была написана специально для вступления в Союз писателей СССР. В 1979 году его друзья посоветовали вступить в Союз писателей. И он, конечно, думал, что рано, но он уже болел. И вот есть тут рекомендации для вступления в Союз писателей. Эти рекомендации дали такие известные в то время писатели. Это Артемьев Александр Спиридонович,
Давыдов Анатолий Василий Иванович, Тальвир Алексей Филиппович. И в 80-м году он вступил в Союз писателей. Вот, есть у меня оригинал Союз писателей удостоверение и литературный фонд СССР, само собой, вступил в том же 80-м году, но он уже сильно болел. Осталось немного, и в 1980 году он в возрасте 58 лет умер. Его похоронили на Шумерлинском кладбище Венец. Мана интересы пулзагаре, onun варжавагадинжи тапхары. Межіндесен ебе хам ески ден ялже журалны, ол пирин ялда, варжавагадинжи врендеген болны. Ол вырыс челгибе литература, чаваш челгибе девренне. Пенде также хрикимершулда пирин яла Ленинград областинжен изегильне эвакуированный депер, эвакуированный зене. Везем хушинче полно вундват шулги хераджа Женя Смирнова. Вол Волхов хулинче журалны, онда варжа онда житсен, везене онда изегильне, Шемерле районне, ялземдырых везене уирзабаны, вара вол легет пирняла, везене хваттерзем, пуже хваттерзем параш, шинзембе деперле, вырначтарны. Вара вол пач чавашла пельмень хираджа, шак иге вичи чулхушинче, чавашла гашма веренет. Чавашла гнамар веренни, чавашла совозем жирма бушлать. Эбе вол шемерлере пурничнетель буза, ну май калашнунба, вол каларе. Егор Афанасьев шанда учительде врентме ешлемень булны бузан, Евгения Волховская, соваш пулмаш дезе. Она вол унда чавашлагына мар врентне, унда совазем жирмада врентне вол. Хайде ширна кенти жинжен. Еп шутлапта шав кенти сонаре пирен ял ачи сонари мариха дезе. Тень кенте, ну шираса похрменде, может Геннадий дезенде, может Георгий, кама кенти дезе чавашлагалма булдарны пирнялда, племерем. Тень урх хозяин Коминтернинче, Коминтерн поселокра, шене поселок Варман Варинче, онда вол, унда ишлене, ну май куч сабыны, унда вол хай элекранче хорн зор ялинче журалны. Вара взем шав чугун жол херинчи поселокра Коминтерн ятпаны, вара онда коммуны ергелене, шавында вара хорнзор урами туса яраш. Кам хорнзор ялинче куч сабыны, халде онда хорнзор урами диш. Вот шавында взем пурнаш, утмылмыш чулчень, кайран шав урам теппебевеш шунзагаять пужарда. Онда Краснов Кеченни, поэт тоже, писатель. Шуртларты болны, веземде шунзагаяш. Тень, жанда члени вғытыра. Егор Афанасьев, вол поэт, писатель Канамар. Вол тепче же болны, таврапелю же болны, он зарбыстыр. И бастывап район хажаде, малала район хажаде, учне социализмла ештен не было хажада, подшивка музей рабочий, анда педину май тель булатымче, ял история зене, кескен жирза бынна вал, тепчене, везен мене, пілдерішне, мене пілдері, шал зене тепчене. Он зарбыстыр вал, хай вал халь учитель врендеген болны, станция Юнатов пирон, порунда бирен,
пионерсен кермене, шан виаджизене де был, исе жүрені сордорах, пидену май. Калабыр, пирен, шанда бір сынугеретшік тупырым еп. Акшағында ол шамыр юнат сембе, станция юнаты фран, сордорах исе жүрәді ажазене. Вара был шавхын шул жүре сенче мелле пулнысене кенеге жирна. Она был кенегене жирать, шитмелді қырмыш сағырным шул сенче. Хы вилзе гаять. Рукописем юлна вара пір ман юлдаш Николай Петрович Чернов. Хы тұрышныбе, кларчы шак пирин жул пырать сұрдорық, ятлы кенегене. Шак соны грешне латрывал. Варан давал шау сұрдорық темеле тепченине. Юсен таран зене, кунда херадисам, аржина зембевсем шүрен унда авалхи чулланны. Сержун зене, тинисти бенчи чул аммонит зене бендона зем шираны, пуштарны, коллекции земдона. Он зар пуштар был калбар пула зене, менчухле сырда мендерле тесле пулу зем, менчухле пурнаш, меллизем. Шал зене те тепчение зем. Он зар пуштар мана интересно был загаре. Егор Афанасьевич был шахали сархюделев чикин упранза юлны вырыне зене пелневал, зене ажезене кадартны, казалландарны, между зен унчухне варчы иртне, ну маяхта иртмен, варчы булны. Шазене веш каласа шүрене кадартны вал. Вот ман хали меле шихландарас келет. Егор Афанасьевич па, шал сархюделев чикине. Пелдер пирин больше сархюделев чикин чулдалаге. Педе нумайш сем дуза иртердемер, шав сен реконструкции земде, турамар везен шав минсем тора. Хальшак литературный туризм теперде. Туристене изе бұрза кыдартма булать. Межінде зен Егор Афанасьев, вот шав пирин тархри, тавра пележезен ашшы дезеде калама юрать. Междезен ундан пучланны, onun юлдажы полны. Толстов Атнаарский, тебір педе интересный шин, ол первоготра Чуваш халық академин президенті де болса. Ол чудай районин жен, халя чудай музее, Таврапеле музее, onun яжебек септенсе дарать. Ондар бұштыр тада болны Васильев Сурский худар ялінжен. Волда чул жүревзене, ажысен есе жүрені. Візем тоже шагымбек хызен менесене чул жүревзене шырзағдар десем бұғыр. Ну, ұтларақ, оның Павлы вренегенсем, учениксем, сақалдарақ, вот Евгения Васильевна Волховская, Хужамаджи Смирнова. Onun вот шеберлере пурынче, савызем ширатче, иге кнеге, шагымбек хулым иге кнеге, савызет пухине, обучтарче, кларма булдарче хайнук шибе. Пірмежі пайы вишері экземплярдан, екімежі сағалдарақ шыраллы. Кунда ол Чавашла жирны савыземде бұрын, вырыс шынны Чавашла да жирче, хышпір сыввизембе юрземде жирчеш. Вот ол калачы, Егор Афанасьевич пулмамузан ебі пулмастым чидесе. Ако кенегене вара? Хай кураймарын де был. Вот onun шак кенеген рукописи де бор, ебына ехали изе келмерім, рукописи де бор. Ако пичетлені бірден бір экземпляр халил шак ол. Кунда каласа кытардать, пейдем пирин таврари историне. Кунда вечех пор.
Павла Шинземшинчен дежерногунда, епшутладыпта, шаккенегене онай, ну майлатмалла дезе. Кол истории, таврабелюші зен кенеги, истории кенеги. Ебе хамда, onun унжухне быпса лайгах пельмень, ебумба егорафаншпа немлядетель булман викшанда, епшамрык. Коминтерн, вон биликим шулда тұғырында тулдар женде. Халық унда саға юлны шулла бұргалаш, но уже веш арганза менезен бетіне. Кунда кдартма да булдарап менезене, ялезенже милле бүртсем халі болады бұғыр. Арганза бетіне халі, наверное, тебезем де юлман бұл, бұнда менжеземде. Вот, ша хызем яли жук пузанда история пурвет, шинди зем пурнашет, өзем саланза бетіне вырық қыласын жем пурнашет. Бара шагым бек пішік кенеге туза чываштак лардым инде. Кенеге зем аку хайман сигнали экземпляр гына. Вот унын мене, если калыбыр туризм шак унын ялебе шығындарзан, унда пахмалы немекте шук, шел. Шавымба епшутадып, сыр хүделевчі кинчпе история пиде пуян. Пырзагурар, пирмбада, хамах, эскурсиде изе жүреп. Был историне, плетпер, упратпер, шинзене, аджазене, вренце буратпер. Тавдавуш. В прошлом году, в 2021 году, был объявлен Чувашией годом Сурского оборонительного рубежа. И мы с 2013 года также вводили детей на эти места, где сохранились оборонительные объекты. Объясняли, показывали, пытались что-то там своими силами сделать, реконструкции сделали участков. И вот на основе этих исследований я составил такую карту схематическую. Здесь 33-й батальонный район и 32-й тоже. В кружочках это опорные пункты обороны. Здесь сильно укрепленные участки от танкоопасных действий противника, танков вермахта. Это самый первый, как сказать, опорный пункт, это Навадский перевоз. Так и мы назвали. Вот Навадский перевоз. Здесь река Сура протекает, это правый берег Суры. Здесь идет дорога, лесная дорога на город, в город идет. Здесь железная дорога, проходит Москва-Казань. Почему вот здесь именно строили? В этом месте и Шиловская пристань, еще опорный пункт, где у нас пристань на реке Сура. Здесь тоже та сторона, Горьковский край тогда назывался, немцы бы форсировали Суро именно или у Шиловской пристани, или здесь, где уже есть паром. Поэтому здесь готовили, сильно укрепили. Здесь, скорее всего, должна была обороняться целая стрелковая рота. Здесь тоже. В этих местах очень хорошо сохранились эти следы. Лес сохранил. И я точно знаю, что Егор Афанасьев по этим местам точно водил детей, рассказывал тоже. Также, может, я даже повторяю его действия. Другой опорный пункт был устье Красной речки. Вот Красная речка. Здесь тоже есть дорога, лесовозная дорога.
где есть насосная станция. Отсюда Шумерля питается водой питьевой. Тогда тоже она была, эта дорога. Здесь тоже уязвимое место, и здесь тоже опорный пункт. Вот эти 4 опорных пункта, и они вместе составляют батальонный район. Вот эти роты, из рот создается батальонный район. Чем интересен этот объект? Интересен тем, что, во-первых, сохранность хорошая, во-вторых, очень удобно здесь в любую погоду ходить вдоль берега и знакомиться с этими объектами обороны. Потом я в прошлом году сделал вот такую еще карту, уже отдельно саму Шиловскую пристань в цвете. Увеличил и по этим следам прочитал, где какие войска и какой вид вооружения, какие войска должны были размещаться на этой данной территории. Продолжаем мы дальше изучать. И это весной, в 131 квартале того времени Шумерильской лестницы, вот обнаружил противотанковый ров длиной целый лесной квартал. Здесь километр, от берега Суры начинается, почти до берега доходит. Здесь как раз извилина реки. А другая по 90 градусов идет, прямо в болото уходит, а пляж у нас подальше. Здесь тоже ждали, ну как ждали, встретили бы немцев. И здесь сохранились вот такие, я перерисовал. И очень интересно, здесь тоже можно прям подъехать по дороге, вот по этой дороге, прямо сюда, на это место. Посмотреть, увидеть, познакомиться, ознакомиться, и очень интересно. Тоже можно все показать. И в середине противотанкового рва, где там поляна, такая лесная поляна, сенокосное угодье, там до сих пор от противотанкового рва, прям в 50 метрах, вот такие стрелковые траншеи со стрелковыми ячейками. Здесь это поляна, вокруг лес. Тоже очень интересный объект, это вот я вам показываю впервые. Мы дальше изучаем. И я что хочу сказать, что приезжайте, все это мы покажем, расскажем, и будет всем интересно. Спасибо.